Добрый день, компания Прогресс Авто. Приветствуем вас на обзоре самого большого нашего экскаватора, соответственно, Kubota RX 501, 5 тонн, рабочий вес, резиновые гусеницы, очень широкий отвал. Ну и, естественно, сразу же по косметике видим коцки, ничего страшного в этом нет. Следы эксплуатации экскаватора присутствуют, все хорошо. В остальном, что хочется сказать, здесь у нас достаточно живые гусянки. Кстати, шильд, если кому-то нужен. Робот, стрела, которая подламывается, например, чтобы копать около забора. Очень объемный ковш. Ну и, соответственно, глубина копания 4 метра. То есть здесь мы уже видим, что экскаватор не совсем мини, уже достаточно хороший экскаваторчик, который готов вам помочь в ваших делах. Видим небольшой люфт вот здесь внизу на пальце. В остальном там все целенькое, достаточно. По гидроцилиндрам также никаких замечаний здесь не предъявить. Чистенькие они, все хорошо. Соответственно, давайте пробовать запускать сейчас. И отожмемся, покрутимся, покажем, что все функционирует. По управлению, естественно, все максимально просто. Все механическое, как и всегда, как и везде. Все, давай запускать. Вот, собственно, весь запуск экскаватора. Нажмешь, пожалуйста, пару раз на газ. Спасибо. Работает, я думаю, слышно. Сейчас еще поднесу поближе. Одной рукой, к сожалению, не открою. Но... Спасибо. 4-цилиндровый наш двигатель. Соответственно, гидролинии здесь, смотрите, какие. Все работает достаточно четко. Давай пускать. Ну все, попробуем, давай отжаться, хоть, пожалуйста, и все. Естественно, экскаватор полноповоротный, все это крутится без проблем. Напомню, его собственный вес 5 тонн. Холостые обороты, легко, непринужденно, без проблем. Включи, пожалуйста, ход. Угу. Собственно, гусяночка хорошо натянута, ничего не висит, никаких проблем нет. То же самое по левой. Все натянуто, все хорошо, никаких люфтов, скрипов и тому подобных вещей. Поэтому в целом для БУ японского экскаватора здесь хочется заметить, что состояние очень и очень приличное. Приезжайте, компания Прогресс Авто, будем вас ждать. Всего доброго.